Всем доброго дня, рады приветствовать вас на сегодняшнем матче 18-го тура женского чемпионата Беларуси по футболу, сезон 21 между командами «Динамо ФК» и «Динамо Брест». Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Сегодняшний матч обсудит судейская бригада в следующем составе. Главный судья Мария Буйко, помощники судьи Валентина Соколович, Татьяна Даньковская, Виталий Иванов, инспектор матча Валерий Карипанов. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Команда гостей «Динамо Брест», номер 1 Ивария Войнарович, вратарь команды, номер 2 Мария Яковлева, номер 5 Инна Иванюк, номер 6 Вероника Важинская, номер 7 Ирина Якушкевич, номер 8 Алина Попко, номер 9 капитан команды Карина Черец, номер 11 Анна Дубовик, номер 16 Евгения Клочкевич, номер 17 Виктория Наумович, номер 18 Светлана Чикатыла, запасная Ник номер 3. Команда хозяев «Динамо ФК», номер 12 вратарь команды Наталья Мунтяну, номер 5 Виктория Валюк, номер 6 Улария Давда, номер 11 Юлия Дуби, номер 17 Кристина Тиховодова, номер 18 Вита Николаенко, номер 20 Виктория Казакевич, номер 21 Анастасия Попова, номер 25 Лебоган Крамалепе, номер 88 Надежда Се, номер 99 капитан команды Анастасия Лини. Запасные игроки: номер 91 Екатерина Уласевич, номер 4 Анастасия Шлопакова, номер 7 Фернзана, номер 14 Карина Алькови, номер 22 Анна Пилипенко, номер 49 Алина Каращак. Главный тренер команды Юрий Малеев.
Мы рады приветствовать на сегодняшнем матче всех игроков, судей и представителей команд. Просим всех встать, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый вечер, уважаемые болельщики, добрый вечер, уважаемые друзья. Я, Владислав Франкевич, приветствую вас из комментаторской АБФФ. И сегодня вместе с вами понаблюдаю за интереснейшим матчем между Динамо Бгувки и Динамо Брест. Лидер чемпионата ни разу не проигрывал в этом сезоне. И сегодня тоже никто не верит в их проигрыш. Наверное, только все, кроме меня. Поэтому сегодня, конечно же, Динамо Брест должно нас хоть чем-то удивить. Я думаю, соперник, конечно же, тоже готов к этому, поскольку в любом случае в футболе всегда должно быть уважение. И предлагаю я вам сразу приступить к стартовым составам команд. И начну с хозяев поля. Динамо Бгувк. В воротах 12 номер Мунтяу Наталья, 21-я Попова Анастасия, 20-я Казакевич Виктория, 99-я капитан команды Линник Анастасия, 18-я Николаенко Вита, 5-я Валюк Виктория, 11-я Дубин Юлия, 88-я Сисия Надеж, 25-я Ромалей Пелебон Кестер, 17-я Тиховодова Кристина, 6-я Вулания Дабда Клаудия. У Динамо Брест сегодня следующий стартовый состав. В воротах номер 1 Войнарович Илария, 16-я Клочкевич Евгения, 17-я Наумович Виктория, 18-я Чикатыла Светлана, 11-я Дубовик Анна, 9-я Яковлева Мария, 2-я Черец Карина, капитан команды, 8-я Бабко Алина, 7-я Яцушкевич Ирина, 5-я Иванюк Инна, 6-я Важинская Вероника. Ну и начали, конечно же, активно девушки из столицы. Динамо Юни сегодня принимает и обслуживает этот матч. Ну и, конечно же, не могу я не вспомнить про великолепную бригаду арбитров, которая сегодня у нас будет судить эту встречу. Главный судья Бойко Мария, ее помощники Соколович Валентина, Даньковская Татьяна и 4-й судья Иванов Виталий. Быстро, слишком быстро атакует Динамо. Уже очередной стандарт, которых сегодня у нас будет очень-очень много. И видим мы, как будет защищаться, конечно же, девушки из Бреста. Следует подача. Не добираются до мяча никто из игроков, поэтому Войнарович будет вводить мяч в игру. Сразу прессинг пошел. Потеря мяча, вот. Так, Динамо. Подача. Войнарович забирает мяч в руки.
Да, сегодня, конечно же, такой матч, который для «Динамо» Минского не представляет слишком сильной борьбы. Но в любом случае, я думаю, что какие-то тренерские заготовки, особенно перед кубковым матчем с Минском, который состоится 6 августа, «Динамо» может наработать. Да, финал Кубка Беларуси среди женских команд уже пройдет 6 августа на Национальном олимпийском стадионе. И я думаю, что там мы, конечно же, увидим настоящую борьбу. Настоящую борьбу двух лидеров женского футбола. И, конечно же, последнее время, вот лично для меня, даже по большей части не белорусская классика, да, где встречается «Динамо» Минск и «Батэ», имеет большой вес и противостояние, а именно вот в женском футболе противостояние «Динамо» Минского и «Бугувка», прошу прощения, и, конечно же, футбольного клуба «Минск». Ну вот пока вот такие передачи. Не совсем точные, но я думаю, что скоро подраскроется Брест. И тем самым что-то девушки из столицы могут нам предложить. Атака левым флангом. Ну, мне нравится пока что вот как на угловой сейчас Сиси, Надеж действует, да, и Ромалепе, Лебонг. При любом розыгрыше стандарта они уже у ворот соперника. Хорошо, правым флангом пытался Брест выйти из зоны, но там очень быстро сразу все перекрывают девушки из «Динамо» Минского. Сейчас что-то может интересное получиться, и сваливается с мяч с ноги. Не подумала, да, сейчас, что Попова Анастасия бежит правым флангом, и Сися Надеж пыталась туда отпасовать. Так, левым флангом. Очередной угловой у нас будет. Нет, все-таки мяч у «Динамо» Брестского остается. Пытаются как-то выйти из зоны. Неточная передача. Снова «Динамо» Брестская перехватывает мяч. Но вот пока вот нет такого опасного какого-то момента. Сейчас просто такая перепасовка. Кажется, как будто бы «Динамо» Минская ждет ошибки «Динамо» Брестского. Интересный матч демонстрировала «Динамо» Минская в игре с украинским «Жилстроем».
наработки были достаточно интересные. Это в связи с подготовкой к квалификации Лиги Чемпионов. Ну и там было интересно понаблюдать за командой. Вот тут момент. Здесь Брест пока отбился, но еще и штрафной не вышел. Мяч в аут. Убивается. Идет подача в штрафную. Ну и вот атакует снова Динамо Минская. Мы как будто сейчас такой с вами смотрим тягучий футбол. Вот и картинка создает такое влечение. На самом деле там скорость достаточно быстрая на поле. И вот уже до мяча Монтяу Наталья. Тоже дотронулась за игру на 9-й минуте. Отлично. Все не дает мячу уйти в аут. Попова по правому флангу. Отдает передачу. Вот уже шире начала действовать Минская Динамо. И, конечно же, совершенно по-другому пошла игра. Хорошо сейчас действует Брест при выходе из зоны. Левым флангом атакует Минская Динамо. Вот пока что Брест держит эту позицию уже как 11 минут практически на исходе. Ну и как-то, конечно же, видим мы, что неравные силы. Ну что там, не успевает Попова за мячом. Линник все-таки. Это Попова. Вот такая вот форма, не слишком хорошо видно, конечно же, номера игроков. Ну и что, вот тут очередной стандарт все-таки, да, в ворот. Войнарович будет. Нет забитого мяча, там все в порядке. Пока, можно сказать, Минск прицеливается.
Разыграли угловой, хорошо. Мале не отдает мяч. И Войнарович часть на выходе сыграла. В порядке все. Войнарович. Именно у нее сейчас мяч. В левом фланге пока что идет такая вот перепасовка у нас, скажем так. И в принципе ничего интересного пока не придумывает Минская Динамо. Без каких-то особо опасных моментов. Вот только сейчас дело доходит до удара, но он заблокирован. Да, был уже в этом туре сыгран один матч вчера буквально. Днепр обыграл 7-0 Витебска. У нас тут первый гол, друзья, созрел на 15-й минуте. Валюк забивает. Счет 1-0. Ну и вот, продолжает, конечно же, свои активные действия Минская Динамо. Пытается пополнить свой арсенал мячей. Дубень. Пал Навчидец, и таким образом мяч все-таки сохранился у Минского Динамо, но не прошел туда дальше в штрафную. Дальний удар. Ромале наносила. Попова. Шла в обыгрыш. Здесь на выходе Войнарович сыграла достаточно хорошо, уверенно. Ну, какой прессинг. Хорошо далеко вперед Войнарович выносит мяч. Там попыталась сейчас мяч отобрать Дубовик. На вынос действует Брест. Удар головой, выше ворот летит мяч. Видим мы, как располагается сейчас Минская Динамо.
Очень высоко, практически все на чужой половине поля. Рамалиле. Николаенко вперед. Валюк на левый фланг. Ну и не торопится сейчас Войнарович с выводом мяча в игру. У нас очередной опасный стандарт. И уходит мяч на угловой удар. Сейчас быстро пытаются разыграть, я так думаю. Нет, следует подача. И Валюк точно. Войнарович попадает мячом. Да, в этом сезоне только одна победа у Брестского «Динамо», и то над командой сборной Гомельской области. Там 3 заработанных очка. Но все остальные матчи, конечно же, были сыграны очень плохо. Но в любом случае, хорошо, что эта команда существует, и есть региональный женский футбол. То есть Брест достаточно тоже, и Брестская область, богаты на игроков высокого класса, высокого уровня, которые даже есть игроки, играют и за «Динамо» в Гувке, и за Минск. Воспитанницы именно или уроженцы сами Бреста и Брестской области. Поэтому, конечно же, для развития футбола команда действительно хорошо, что существует, что приезжает, участвует в играх. Попова сейчас как поборолась за мяч, но тут передачу не совсем точно адресовала. Там Клочкевич потеряла мяч. Снова Попова. Прострел делает на Валюк, но там Валюк была под опекой. Ну, пока, не, скажем честно, не бьет так сильно та же Линник, не летит вперед Тиховодова. То есть так вот играют, нарабатывают какие-то схемы. Динамо Гувк. Следующий матч, кстати, у «Динамо» тоже 13 августа он будет с Неманом. Ой, прошу прощения, с Бобручанкой. И там очень много будет тоже интересных каких-то моментов, обсуждений, потому что на Бобручанке тоже состав вот в последнее время такой сложился достаточно неплохой. Но перед этим, конечно же, я напомню, финал Кубка с Минском.
6 августа, вот там нужно будет постараться. Брест же сыграет с командой АБФ. Вот там действительно матч, где можно попытаться хоть какие-то очки зацепить. До этого, конечно же, у «Динамо» был выезд, тоже слишком простой для команды. Сыграли 0-16 они с командой сборной Гомельской области. И там, конечно же, назабивали себе мячей, сделали статистику. Ну, а «Динамо» Брестская уступила Бобруйчанке дома со счетом 0-3. Вот снова у нас с мячом голкипер «Динамо». Не дают ей заскучать там, в своей штрафной и вратарской. По левому флангу атакует «Динамо». И забирает мяч в руки Войнарович. В принципе, да, на самом деле команда вот «Динамо» сыграла уже в этом турнире 17 игр, 51 очко. Ни разу не проигрывала команда, не играла в ничью. Одни победы. И ближайший преследователь Минск. 45 набранных баллов. Уже 2 раза встречались эти команды. И тоже проигрывал Минск «Динамо». Но всегда эта игра была на самом деле очень-очень равная. Маленькая пауза у нас. Связана она с жарой и с этим, что физические нагрузки, конечно же, слишком большие для организма. Поэтому разрешено официально устраивать в каждом из таймов такие вот паузы. Что касается же «Динамо» Брестского, тоже последняя строчка у команды. Только из-за того, что вот «Динамо» обыграла сборную Гомельской области со счетом 0-3, вот у них есть больше шансов не занять последнее место, чем ниже только располагается Гомельская область. Закончилась у нас пауза, и будем мы продолжать прямо сейчас с вами наблюдать за этим матчем. Что касается лучших бомбардиров, друзья, то, конечно же, Валюк Виктория. Вот на данный момент у нее 19 забитых мячей. Стана Джульетта из Немана делит она 4 и 5 места. Ну и там, конечно же, уже Ольховик и Линник идут тоже следом по 15 и 14 мячей соответственно у них. Возглавляет же у нас, кстати, гонку бомбардиров Суровцева Милана из Минска. 23 мяча уже забила она. Ну что, и дальнего удара не последовало. Вот сейчас Рамалиле, но читался он. И хотелось бы, чтобы пробила девушка.
Такой Динамо, дальний удар, и справляется вратарь. Войнарович пробивала, по-моему, Казакевич, если я не ошибаюсь. Такой звоночек для Бреста, чтобы они не расслаблялись. Да, вот рядом со штангой мяч пролетает. И вот такая вот могла получиться атака у Динамо Брестского по левому флангу. Но чуть-чуть не случилось. Наумович пытался прорваться вперед. Конечно же, быстрые по силе и физически сильнее соперники отобрали мяч. Ух, какая передача. И там офсайд. Не было офсайда? Нет, все, спокойно продолжаем играть. Мне почему-то показалось, что у Ромалиле было положение вне игры, но нет. Все в порядке. Снова Попова, кстати, адресовал эту передачу туда. Есть болельщики на Динамо Юни. Сегодня приходят поддержать, конечно же. И я думаю, что не секрет для вас всех, что как раз-таки одна из самых поддерживаемых команд болельщиками является именно Динамо Бугувка. Влания с мячом. На Сисе. Тут Попова. В этом туре, на самом деле, очень много матчей предстоит нам увидеть интересных. Вот буквально после этого сразу же последует Неман-Минск. В Гродно поехала столичная команда. И на самом деле там тоже будет борьба, поскольку Неману нужно зарабатывать очки. И это шанс для Зорки, который отправится уже завтра в гости к Бобруйчанке в Бобруйск. И сразиться там тоже за 3 важных очка, поскольку Зорка и Неман преследуют Минск, располагающийся на второй строчке, и держат между собой ту самую борьбу за 3-е место. Ну, а команда АБФ тоже сыграет с командой Гомельской области завтра в 2 часа по местному времени. Можно посмотреть этот матч. Вот очень интересная статистика, которая показывает сегодняшний расклад сил вообще в принципе в женском футболе белорусском. Разница мячей, именно вот забитых, пропущенных. Динамо Бугувк на сегодняшний момент, вот на сейчас с этим забитым мячом 125 забитых мячей есть в чемпионате. У Минска 119. А что же касается пропущенных, то Динамо Бугувк пропустил всего лишь 3 раза. А что касается Динамо Брест, то Динамо Брест уже пропустил 137 раз. Это практически больше всех, только Гомельская область опережает команду из Бреста по этой статистике. Практически 159 мячей, не практически, а точно уже пропустила команда Гомельской области. Ну и, естественно, не может это не огорчать.
Только вот такой вот разноуровневый футбол, конечно, но он есть. Опять же, особенно вот в этих вот важных регионах, как Брест и Гомель. Ну, конечно же, с чемпионатом есть очень большой стимул для того, чтобы играть, для того, чтобы развиваться, поскольку вот с таким чемпионатом развивается и инфраструктура. Недавно вот был выпуск буквально на Ясно ТВ о футболе, о том, как развивается. И вот, например, тот же Могилев, где Днепр местный, максимально классно, сильно развил инфраструктуру, что там не только для команды женской лиги, да, хватает того же тренировочного поля и прочей амуниции, но также и для дубля, и для второго состава, и в принципе для того, чтобы команда полностью могла играть в высшей лиге. Тоже касается и здесь, и местных клубов. Тоже Динамо Брестская, да, или сборная Гомельской области. Главное, чтобы это все не затухало пока что, поскольку идет развитие. Конечно же, лучшие футболисты пытаются перейти в клубы уровнем выше, как, например, это сделала вот Свиднович Мария, ушедшая из Днепра Могилев в жилстрой украинский. Но все равно в любом случае, конечно же, развитие есть. Я думаю, благодаря как раз-таки вот одной из сегодняшних играющих команд, Динамо Бугувк, ну и также, конечно же, Минска, столичной команды, мы с вами представляем страну на международной арене. И вот угловой удар. Очередной. Идет подача. Ну и не следует удара по воротам. Там, я думаю, уже пытались заносить этот мяч девушки из Минска. А что здесь? А здесь фол. Здесь фол. Фолит у нас Яковлева на Рамалиле. Быстрый розыгрыш. Дальний удар. Выше ворот летит мяч. Это Вулания пробивала. Ну что, вот у нас 36 интереснейших минут матча сыграны. Пока что только один забитый мяч. Но я думаю, это еще не конец. Попова. Пошла в обыгрыш Попова. Делает навес и залетает мяч. 2-0. Вот только я сказал про еще очередной забитый мяч. Как тут же прилетает в ворота Войнаровичу. Вот Попова отличный навес организовала нам. Ну и видим мы, что отличный мяч. Казакевич забивает. И вот чуть подраскрылась игра. Полетели девушки из Бугувка вперед. Начинаются вот эти вот дальние удары. Слышно, как на стадионе болельщики поддерживают команду Бугувка.
Конечно же, это радость в любом случае. Для них, чем больше забитых мячей, тем интереснее игра складывается. И вот так вот мяч залетает в ворота. Ромалеле делает счет 3-0 на 38-й минуте. Вот это интересный удар на самом деле. И ничего не могла Войнарович с ним поделать. Кстати, вот что касается болельщиков, Анастасия Линникова в своем интервью говорила, как за нее болеет папа, что всегда вот он интересуется ее результатами, поэтому если папа нас сейчас смотрит, ну, болеет со стадиона в любом случае, отдаем ему должное. Ну и вообще, в принципе, всех остальных родителей футболисток за то, что они вот вырастили таких замечательных девушек, которые дают нам полюбоваться своей интереснейшей игрой. Справляется защита Бреста. Через левый фланг пытаются атаковать сейчас девушки. Что будет удар? Да, есть удар. Мимо ворот летит мяч, но рядом со штангой. Ну вот, казалось бы, таких опасных моментов не было, но все свои моменты Динамо Быков использовала. Побыстрее нужно было вставать с газона. Да, сейчас, конечно же, мяч у Войнарович, и не торопится она предпринимать какие-то действия, только сейчас далеко выносит мяч, но не точно. Кстати, в свое время главный тренер Бобруйчанки говорил, что очень неплохо тот факт, что в таком чемпионате есть и максимально сильные клубы, как, к примеру, тот же «Динамо» Бгувк, и та же команда из Бреста. Сравнивал он это с тем, что ну, нужна и та для того, чтобы где-то отыгрывать какие-то схемы, где-то показывать и приносить какие-то сюрпризы. Нередко мы с вами становились очевидцами того, что, например, вот, как Реал там, да, в 2011 году проиграл кубок четвертой команде в лиге, да, по уровню. Поэтому я думаю, что, конечно же, сюрпризы всегда могут быть, но белорусский чемпионат максимально непредсказуем. Как бы ни говорили о нем плохо, он все равно остается наш, белорусский, и представители лиги, конечно же, действительно сильны. И вот опять же нам дают понять, как перекладина у нас. Только посмотрел Войнарович за мячом. Думала, что уже будет гол. Вот дают нам еще раз понять, что 6 числа всех мы вас приглашаем на Олимпийский стадион «Динамо». Вход свободный. Можно поддержать либо «Динамо» Бгувк, либо Минск. Я уверен, что футбол получится максимально интересным и интригующим. Дают просто выйти из своей половины поля девушки из «Динамо» Бгувк. Удар, и снова не залетает мяч.
Войнарович на самом деле действительно хорошо действует. И вот дает Сиссе возможность своему голкиперу еще раз прикоснуться к мячу, поскольку, да, нужно не выпадать из игры. Это может закончиться чревато последствиями. Конечно, не хватает скорости Бресту. Не хватает скорости Бресту, условием то, что еще достаточно сильно Бугув может прибавить. Валюк Билоп, мяч в ворота не попал. И стоит отметить передачу Тиховодовой. Дубень тоже сегодня, на самом деле, неплохо играет. Хороший футбол она показывает. Я думаю, что еще удивит сегодня нас эта девушка. Попова с мячом. В центр. Что, последует навес сейчас? Или удар будет? Это будет перехват Динамо Брестским мяча. Ну, а тем временем у нас с вами пошла последняя минута первого тайма. Сильных пауз в игре не было, и я думаю, что с учетом даже той, которая была для того, чтобы освежиться, минутку можно 2 добавить, и даже 2 слишком, на мой взгляд. Но главному арбитру виднее. Попова просит партнеров по команде открыться, помочь ей. Только вот сейчас вот она находит линник. Но пока перемещение действительно классное очень у Динамо Бугувка. Со всех сторон поля пробует атаковать. Быстрый розыгрыш предлагает нам Брест. И аут в пользу Динамо Бугук. Да, вот как мы с вами видим, 1 минуту судья добавила. Лилия на Попову. Попова. Левый фланг там есть, но не сильно. Попова дает передачу. Снова Ромалиле уже пыталась пробить. Мяч в стеночку выпадает. Ну что, и звучит свисток об окончании первого тайма. Динамо Бугув, Динамо Брест. Счет у нас 3-0. Прервемся с вами на 15-минутную паузу, после чего вернемся на стадион Юни и продолжим болеть за любимую команду.
Ну что, друзья, врываемся с вами во второй тайм матча Динамо Вгув, Динамо Брест. Счет 3-0. И я думаю, что это еще не окончательный. Первый тайм нас не сильно чем-то удивил. Понимали мы расклад сил. Видели, что Динамо весь первый тайм атаковала. И Брест защищался. И вот атака левым флангом у нас. Можно было, да, попробовать пробить. Но здесь выбор именно вот такой вот. Анастасия Шлопакова, номер 4. И вместо Виты Николаенко, под 18 номером, в игру вступила Анна Пилипенко, номер 22. Сисе на левый фланг. Видим мы, как сейчас снова ищет подступы к воротам Динамо Вгув, столичной девушки. Войнарович забирает мяч спокойно в руки. Ну и вот у нас замены получились. Нзанафек Калет вышла у Динамо Вгув на поле, и Ольховик Карина тоже 14 номер появилась. Вот Нзана. Пустила на мяч. Ольховик, кстати, тоже достаточно много уже мячей забила в этом сезоне. Показывает классный футбол. Нравится мне чувство мяча данного игрока. Ну и, конечно же, более спокойно действует Динамо Брест. Пытаясь тут даже больше не что-то придумать впереди, а как бы пропустить поменьше. Все-таки такой противник противостоит. Впереди у Динамо Брест действует Дубовик под 11 номером. И, конечно же, не хватает ей порой скорости. Вот особенно вот, как сейчас. Вместо, чтобы обогнать Попову ту же, да, либо побороться за мяч с Сисе. Фиксирует офсайд боковой арбитр. Да, что касается, кстати, друзья, вот Динамо Вгув, то много ходит разговоров о том, что будут они рассматривать переход некоторых лидеров команд в свой стан. Но, честно скажу, не вижу ничего плохого, поскольку в лучшей команде, конечно же, должны быть лучше собранные и играть там. Нзана, штрафную, и что, забивать нужно гол. Гол на 49-й минуте еще тогда. Отлично, 4-0 становится счет. Под светом солнца на майке. Не слишком заметно, кто забил, конечно же. Ольховик вот вышла на замену и забила она. Ну, отлично. Отлично. Не успела появиться на поле, как уже отличилась результатом. Нзана снова через центр. Вот есть у Динамо Вгув такая вот манера, особенно против таких команд,
То есть они играют узко и в какой-то момент расширяются, как зонт, знаете, когда вот резко пошел дождь, и они начали играть шире. Так и Динамо Гуф. Ух, не попадает по мячу, и снова удар. И выше ворот. Войнарович, кстати, такие верхние мячи не всегда может брать, поскольку порой не хватает ей роста. Знаем мы с вами. Да, друзья, на самом деле вот что-то похожее, такое противостояние видели мы, конечно же, когда играла Динамо Гуф против сборной Гомельской области, но тогда было, естественно, забито большое количество мячей, сразу 16, но я думаю, что здесь тоже еще возможно и появится двузначное число, хоть бы мне этого и не хотелось. Видим мы вот висят плакаты болельщиков, ну и на самом деле вот на этих боковых бортиках, да, все спонсоры, которые представляют вообще в принципе Динамо, и Вода Славная, и завод ЦСБК. Белорусский футбол на самом деле интересен не только государству и государственным организациям, но и вот частным. И готовы в него вкладывать, готовы финансировать, поскольку в целом игра интересная, и белорусы, как никто, любят поболеть, на самом деле порадоваться за свою команду. Офсайд, причем вот здесь, конечно же, можно было предъявить претензии, поскольку свисток прозвучал, и уже даже через время длительное Тиховодова наносила удар. Ой, как сейчас ошибается голкипер. Чтобы не пропустить, только пропускает. Пропускает, и 5-0 на 53-й минуте. Ну что, я думаю, что, конечно же, тут уже более плачевная ситуация для Бреста. Но Динамо развлекается как умеет. Анастасия Шалопакова, номер 4, счет матча 5-0. И вот снова у мяча. Видим мы. Голкипер. Не знаю, в углу побывала. Ну правильно, нужно не забывать ей, что такой мяч, что он круглый, конечно же. Помогает сейчас встать. Лачкевич Тиховодовой. Тем временем видим мы, как перестановочка чуть есть у команды Динамо Гуф. Уже со счетом 5-0 совершенно по-другому они заиграли. И я бы не сказал, что это раскрылась брестская Динамо. Просто, наверное, конечно же, поднять свой боевой тонус. Возможно, речь даже в раздевалке шла таким образом, как могут ли девушки прибавить. И главное, чтобы это не сказалось на их физическом состоянии.
Ну и, наверное, они сказали, что да, конечно же, мы можем еще поиграть чуть сильнее, чуть плотнее. Многие называют эти матчи тренировочные, многие называют эти матчи проходные. Я назову этот матч просто судьбоносным. Судьбоносным и в первую очередь для команды «Динамо Брест». В принципе, играя с сильным соперником, ты всегда нарабатываешь более высокий скилл, более высокий навык, чем когда ты играешь с командой уровня чуть выше, либо чуть ниже тебя. Поэтому, конечно же, просто тренировкой для команды это не назовешь. Но касательно для Динамо Бугувка тоже не расслабляться учит команду и в любом случае отрабатывать до конца, какой противник против тебя не играл. Поскольку вот видели мы даже в матче с Минском, Динамо позволило себе такой некий, чуть легкий вздох, скажем так, выиграв да, крупно и уже потом окончательно тоже победив, конечно, но при этом пропустив 2 мяча. Можно будет также, друзья, полюбоваться буквально сегодня за интересным матчем, который будет проходить. Это Неман и Минск. И я уверен, что там, конечно же, команды будут бороться за те 3 очка, выгрызать. Минск очень рассчитывает в свою очередь, что Неман составит конкуренцию Минскому Динамо, да, и столичной команде, и что Бугувк проиграет в Гродно, тем самым позволив Минску приблизиться еще и получив еще один шанс для того, чтобы завоевать первую строчку в таблице. Ну, здесь вот с лета подпрыгнуло. Я думаю, что навряд ли вот как-то так нужно было действовать. Может попытаться было бы ускориться. Хотя это момент футбольный, и там игроку достаточно лучше и очевиднее виден момент, чем нам здесь вместе с экранов. Как неточно и как быстро. Не совсем понятно были действия сейчас вот полевого игрока, и мимо ворот летит мяч. Войнарович будет вводить мяч в игру. Но видим мы, как все перекрытый партнер по команде у Войнаровича, и приходится ей вот таким образом, только замысловатым, вводить мяч в игру. Сиссе на левый фланг, на Зана. Мяч покидает пределы поля. Клочкевич не успевает до мяча. Линник. Налево. Там Тиховодова борется за мяч. Зана с мячом. Тиховодова. Зана. Нет удара.
Индзана. Ой, браво, браво, вратарь. Войнарович, конечно, хорошо сыграл. Вот это сейчас Индзана, а там Рамалиле. Можно перепутать этих девушек. Следует навес. И гол. 6-0 становится счет. Вот так вот быстро. На 61-й минуте. Оформляют девушки еще один забитый мяч. Ну, конечно, вот голы, они идут в актив, идут в копилочку. Пока на таком спокойном, что ли, умеренном футболе. Динамо играет. Ну и начинается еще раз. У нас игра заново возобновляется. Думает Брест, что предпринять, но что ты примешь против такого сильного соперника? Конечно же, тут нужно, чтобы были уровни игроки чуть другого. Конечно, тренерский штаб подбирает исполнителей, подбирает тех, кто будет играть. Но опять же, как когда-то говорил и тренер Витебска, да, что не всегда, конечно, получается тренироваться так, как нам хочется, или так тренируется Динамо Богувка, либо Минск. Объясняет тем, что, к примеру, там у той же Бобруйчанки вот это гол в девятку залетает. Просто браво, просто браво. Да. Сильно, мощно. Конечно же, 7-0 становится счет. Но и тут Войнарович, честно, ну, прям даже если бы она была Нойером, мне кажется, мало что бы смогла сделать. Ну и да, конечно, радуются девушки из Бреста тому, что пока что 7-0. Потому что, судя по сборной Гомельской области, счет мог получиться куда гораздо более быстрым, более большим. Но пока что 6-7-0. Ну и вот, передвигаются, конечно, девушки определенной перестановкой новой. И пока что сложно вот этому Динамо Богувка защитной линии. Вот мы ее пока не видим, как это было по первому тайму, когда подключалась та же СССР, та же Вулания. Вот Брест выносит вперед мяч. Перехватывает Богувка и потеря, очередная потеря. Мяч ходит в аут. За нас мячом.
используют всю ширину поля девушки. Дальний удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Войнарович. Ну, она уже чуть-чуть, конечно же, подрастроилась, я понимаю, пропущенным мячам, но нужно реагировать. Сложно, но нужно. Фланг, мяч. И что, офсайд? Офсайд фиксирует боковой судья. Энзена пытается быстро что-то придумать. Ищет партнеров по команде. Вот только сейчас находит она. Войнарович на выходе не совсем уверенно играет. А у нас очередной офсайд. Ну и что, теперь аут уже в пользу Динамо Брестского. Ну что, очередной момент. Опасный бить нужно. Залетает мяч в ворота. Залетает мяч в ворота. Так вот как-то исполнился гол от Брестского Динамо. 8-0 счет. И это лишь 68-я минута сейчас идет. Ну что, и здесь вот он, 9-й мяч прилетает. Друзья, не успели мы с вами оглянуться, как 9-0 становится счет. Уже на 68-й минуте. Расклеилась игра совершенно у Брестского Динамо. Нужно собраться. Максимально продуктивно как сделать, да, чтобы сейчас вот чуть-чуть психологически даже стало полегче, это максимально подержать мяч. Не потерять его. Ну и что, да, у нас такая снова маленькая очередная пауза, перевести дух. Я думаю, что, конечно же, какая-то тренерская указка сейчас может быть.
демонстрирует нам еще один забитый 9-й уже мяч. Да, конечно, нужно собраться Бресту. Понятно, что отыграть, конечно, не получится. Но всегда есть шанс, вот пока что вот на ту вот девушку, которая в белой форме, самая правая от нас, Дубовик под 11 номером. Шанс на то, что она сумеет хоть как-то отличиться. В принципе, забить Динамо настолько тяжело, что даже Минск, футбольный клуб, об этом говорит. Ну, техника делает свое дело. Вот сейчас вот интересно то, что классно меняются позициями девушки. Там впереди действует и Ольховик. Видите, Хаводова меняется местами они. И не только. Поэтому, конечно же, обороняться сложно. Очередной угловой удар у нас у ворот. Войнарович будет. Ну что, на 10-й мяч пойдут? Я думаю, пойдут и даже на 11-й. Посмотрим, как будет. В любом случае, перестроение, которое вот в защитной линии происходит у именно Бреста, тоже не должно остаться без внимания. Если раньше двое центральных менялись местами порой, и кто-то один оставался, то сейчас вот четко вдвоем они действуют в своей штрафной. Я бы даже сказал, уже прям прикрывая вратаря. Повезло, что сейчас Тиховодова не дотянулась до мяча. За нас мячом в штрафную. Как загрузила, закрутила. Браво, Войнарович. Ну и вот еще один момент. Под перекладину целятся девушки из Динамо Гувк. Не то чтобы издеваясь над Войнарович, но показывая ей, что нужно, конечно же, прыгать, чтобы достать эти мячи. Кстати, в свою очередь, вот можно сказать, что в принципе голкиперы наши, особенно вот из таких команд, как там, Брестская Динамо, Бобруйчанка, да, Днепр-Могилев, Витебск, АБФ, все они очень достаточно такие простимулированы, да, для того, чтобы пропускать меньше, для того, чтобы их приглашали в тот же Минск, либо в тот же Динамо Гувк, поскольку постоянно есть угроза их воротам и приходится вечно их защищать. На этом нарабатываются шишки, да, как в простонародье говорится. Но здесь фол. Давно мы не видели вот так вот, чтобы кого-то сбивали на газон в этом матче. Анзана у мяча. Видимо, что в штрафной даже СССР. На ближнюю играл Анзана, но там разобрались девушки из Бреста. Еще один момент, и Войнарович забирает мяч в руки спокойно, не торопится, правильно, куда торопиться.
Сисе направо. Атакует Гувк. И вот тут должен быть гол тоже. Ой, как вратаря попадает прямо сейчас. Игрок Гувка, конечно. Да, обидный, досадный промах. Мог сейчас счет с легкостью сделать 10-0. Аут в пользу Бреста. Главное тут не потерять мяч около своей штрафной. Просто как тренировочные столбики сейчас. Были защитники, и 10-0 становится у нас. На 77-й минуте забивает. Делает счет 10-0. И Ольховик это была. Ну, отлично, отлично, конечно же. Красивый счет. Прямо сейчас у нас. И многие, конечно же, вот говорят, уже пишут в трансляции YouTube, что может быть побит рекорд с командой Гомельской области. Ну, не знаю я, но пока что и штанга выручает, и добивания нет, пенальти тоже нет. И что? И только сейчас мяч покидает пределы поля. Вот это женский футбол. Вот это все, как мы любим. Классно, классно. Сейчас все делали вроде бы футболистки ГУФ. Ну и что, на очередной заход на ворота идут девушки. 10 минут, чуть более, остается до окончания матча. И я думаю, что есть шанс увидеть еще забитые мячи. И снова мяч в пользу брестского «Динамо». Не думаю я, что это надолго, конечно же. А тем временем в Гродно уже идет полным ходом. Разминка. Здесь сегодня сыграет местный Неман и футбольный клуб Минск. Напоминаю вам, что трансляция опять же будет на нашем канале сразу после этого матча. Поэтому можно с радостью посмотреть. Там действительно принципиальное противостояние за 3 важных очка. И тут головой не получается сыграть у нападающего Бугувка. Ну и голкипер хорошо себя проявила.
Снова Брест теряет мяч, и Бугувк пытается что-то придумать. Но вот такие интересные матчи, да, наблюдать. Почему? Потому что это вот как тот коршун, который крутится над жертвой, а потом в один момент резко на нее нападает. Вот так вот и Динамо. Напоминаю нам, что 6 августа, да, друзья, можно приходить в 7 часов начала. Будет масса не только интересного футбола, но еще, конечно же, других активностей на стадионе. А к активностям мы привыкли, по крайней мере, даже если судить с прошедшего Евро, что, конечно же, на наших родных просторах хватает болельщиков футбольных. Стадион «Динамо» может всех вместить. Винарович забирает мяч в руки. Снова левым флангом Тиховодова с мячом. Казакевич тут не получается добраться до мяча. На самом деле, вот у «Динамо» такой график. Вот 6 августа играют они с Минском, потом 13-го с Бобруйчанкой и следующий матч с АБФ. И тут, конечно же, стоит обратить внимание на то, какая форма, в принципе, будет у девушек после игры с Минском. В прошлом сезоне тоже, кстати, вот у «Динамо» было 52 набранных очка. По окончанию сезона там они победили. Я думаю, что лидерству в этом сезоне, ну, мало что уже может помешать. Ну и, конечно, да, это сильный конкурент, который появился у Минска, «Динамо» в Гувк. И вот пытается что-то Брест предпринять в своих оборонительных действиях для того, чтобы не пропустить 11-й мяч, и пока что это получается. У нас тем временем 5 минут остается до окончания матча, без учета добавленного времени.
Но и видно, что Бугувк тоже чуть подустали. И здесь вот будет гол. Да, есть гол на 86-й минуте. Забивает Валюк, если я не ошибаюсь. И хочется сказать, что, конечно же, гол получился на самом деле очень интересный с врыванием в штрафную. Я думаю, что в обзоре обязательно вы увидите этот мяч. Ну что, 11-0 и... Я думаю, уже, конечно же, стоит нам делать итоги по ходу сегодняшней встречи. Шлопакова Анастасия забила мяч. И у нас тут очередная замена уже. На этот раз у Бреста. Иванюк покинет поле 5-м номером. Ну, набегала сегодня девушка, будем честны. И я думаю, что стоит ее, по крайней мере, похвалить за то, как она проявляла себя в отдельных эпизодах сегодня. Идет на свой 12-й мяч столичная «Динамо». Ну и на поле появилась Гутник Олеся. Конечно, стоит дать ей тоже время поиграть с тем более таким сильным соперником. Ну что, будет дальний удар? Либо все-таки пытаются занести мяч в ворота? Да, странно, что дальних ударов сегодня мы видим мало в исполнении «Динамо» Бугувк, но в целом есть потенциал, конечно же, и да, и не тот соперник, мне кажется. Тут стопроцентные моменты, и уже счет позволяет играть так, как хочется душе, ну и, конечно же, как хочется душе, и как в первую очередь требует того тренер. Пошла последняя минута основного времени. Войнарович будет вводить мяч в игру, но нет, там все-таки договорилась она с Чикатило. Ну вот еще главное тут не потерять мяч, конечно же. Разобрать игроков, чтобы не допустить быстрого наступления. Клинник в штрафную, там никого нет. Здесь вот не допустить удара. И угловой у нас, очередной угловой, уже на добавленное время идет. Интересно, сколько добавил главный арбитр встречи? 2 минуты. Добавлено к матчу.
Следует угловой. Ах, не получается нанести должным образом удар. И Динамо Брест снова будет вводить мяч в игру. Показывает, что высоко, но таким образом обманула защитник и своих партнеров по команде, и чужих. Сколько было видно, что ожидали девушки той дальней глубокой подачи. Что на 12-й тоже заход. Это на 12-й заход явный. Есть еще время, нет свистка. И помешал сейчас центральный защитник своему голкиперу Войнарович. Ну вот, сейчас Войнарович забирает мяч в руки. Еще ложится на газон, конечно же, для того, чтобы чуть больше удержать времени, которое уже на исходе. А время очень важно. Ну что, успею зайти еще на одну атаку или все-таки уже нет? Хороший пас, разрез. И все, друзья, звучит финальный свисток об окончании матча Динамо ГУФ, Динамо Брест. Счет 11-0. С вами был Владислав Франкевич. До встречи на белорусских полях. Следующий домашний матч 19-го тура третьего круга состоится в середине августа, где наша команда